Новосибирск. Накануне 8-летняя девочка стала жертвой пьяного лихача в Магасе. ДТП произошло на улице Мальсагова. Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу. Сейчас она в крайне тяжелом состоянии. Подробности происшествия в материале Индиры Манкеевой. Есть ли прощение человеку, который осознанно сел за руль пьяным, в результате чего совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая уже второй день находится в состоянии комы? На этих кадрах видно, сколько врачей борются за ее жизнь. Виновник ДТП ехал на машине марки «Мерседес», в народе 124. Знатоки знают, какой должна быть сила удара, чтобы помять бампер именно этого автомобиля. Сейчас девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Все специалисты всех профилей, это нейрохирургия, это офтальмология, челюстно-лицевая хирургия, хирурги общего профиля, реаниматологи. То есть весь спектр врачей, который имелся у нас, он был подключен, и по тем травмам, которые мы считали могут быть у этого ребенка, они были задействованы, и некоторые диагнозы были сняты после осмотров, а некоторые были, конечно, подтверждены. Все произошло вчера около 5 часов вечера в Магасе. Девочка перебегала дорогу. Следы крови до сих пор видны на месте происшествия. Как отмечают сотрудники ГИБДД, на этом участке дороги установлены все необходимые знаки. Единственное, что требуется от водителей – соблюдать правила дорожного движения. Здесь максимум водитель может двигаться со скоростью 30 км в час. Вот знаки здесь имеются, пешеходный переход здесь имеется метров 150 от места происшествия, пространства происшествия. И бордюры здесь есть, чтобы водители не превысили установленную скорость. Все необходимые знаки дорожного движения здесь имеются. Во время наезда данного ребенка несовершеннолетнего водитель сам перевозил несовершеннолетних детей, был в состоянии алкогольного опьянения. Мы его освидетельствовали, акт освидетельствования у нас имеется. Дело по данному случаю будет передано в следственный отдел. После расследования будет ясно, чем поплатится пьяный лихач за любовь к скорости и алкоголю. Индира Манкеева, Тимур Карахоев, Новости 24.